Тут буквально как гром среди ясного неба. Комментарий Никонова на одном из федеральных каналов по теме Казахстана. О том, что территория Казахстана, часть из него, да и, наверное, вся, по сути дела, была передана в советское, в 91 году, оторвана от России и передана Казахстану. Правительство, МИД я имею в виду, Казахстана, моментально отреагировало. Они задались вопросом, какая официальная позиция Кремля на это высказывание, и что они не приемлят такие разговоры на наших каналах. Прокомментируйте, пожалуйста, сложившуюся данную ситуацию. Ну, вообще-то говоря, Никонов ничего не сказал нового, кроме того, что до этого говорил Путин. Только Путин не называл Казахстан как субъект подарка. Ну, понятно, что там и Украина, и даже был какой-то комментарий от какого-то чиновника в Казахстане, что Путин имел в виду, значит, Украину. Почему чиновник в Казахстане за Путина решает, что Путин имеет в виду, я не знаю. Но Никонов, Вячеслав, он на самом деле, грубо говоря, он начинает разворачиваться в линию национального освободительного движения и мировоззрения, которое, соответственно, сопровождает любого патриота Отечества. Теперь, а вот реакция Казахстана, ну вот с точки зрения нормальной реакции, какая была бы реакция? Вот представьте, что вы подарили своему приятелю, не знаю, автомобиль. И потом через годик к нему приехали и спрашиваете, как поживает мой подарок, Вася? А ваш приятель Вася говорит, какой подарок? Ты чё? Это не подарок. Это я этот автомобиль у тебя добыл, понимаете? Или что-то сделал. Вот как вы будете относиться к такому приятелю? То есть вы поймете, что это кидалово, да, что это далеко не приятель. Потому что нормальный человек скажет, большое спасибо, классная тачка или не классная, но большое спасибо, я помню и обязательно отдарюсь, ну, как будет возможно, да, или что-то еще. Это нормальные отношения. А вот когда официальный орган Казахстана заявляет, а мы никаких подарков не помним, это вообще не подарок, это мы у вас отняли. Ах, если вы у нас отняли, а тут либо подарок, либо отняли, да? Тогда давайте тогда с вами разговаривать по-другому, другим языком, ребята, казахстанцы. Понимаете, одно дело добрый русский человек вам подарил, и вы это цените и дружите с ним, а другое дело, что вы взяли и плюнули, как в данном случае сделал МИД Казахстана. Ну тогда, понимаете, вот когда мы требуем, поднимаем вопросы возврата территории и восстановления незаконных решений 91 года, на самом деле у нас ограничение только одно, моральное ограничение. То есть вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо. Ну правильно. Но если оказывается вы не друзья и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана упал после заявления казахского МИДа. Понимаете, о чем я говорю, да? Так. А это означает, что Россия должна потребовать, раз вы это не признаете подарком, значит тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Почему незаконно? Потому что в 90-м году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, Конституционный закон Советского Союза, подробно прописаны условия выхода республик из состава СССР. Там много чего, что, естественно, нарушено. Но в данном случае мы сейчас говорим о вопросах, связанных с территорией. Кому какую территорию как бы иметь в результате выхода из состава Советского Союза. И там русским языком, подчеркиваю, в Казахстане за этот закон тоже голосовали и с ним согласны, прописано, что в случае выхода из территории Советского Союза, республики, она отдает Советскому Союзу территорию, полученную после ее вхождения в Советский Союз. Точка. То есть это правовой вопрос. Соответственно, каждая республика примиряется к этому закону, если все-таки она вышла. Понятно, что незаконно вышла, но это как бы отдельная история. И этой республике говорится, хорошо, выходите, понятно. Вот как человек у вас арендовал полдома, половина ему принадлежала, а вторую половину у вас арендовал. Потом он сказал, все, я как бы ухожу. Ну, говорите, ну понятно, хорошо, все, аренду отдай, мебель мою отдай и уходи. Так? Нормально? Это же обычная позиция.
Или арендатор вашей квартиры должен как бы теперь ею владеть с какой-то стати? Вот в данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию, в конкретном количестве этой территории, случайным образом 100% своей территории. Но это как бы уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, ну, хорошо. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алма-Ата и все остальное, и уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти, а мы-то здесь при чем? В Казахстане будут впервые отмечать юбилей Золотой Орды. Сейчас идут подготовительные работы. К 750-летнему юбилею собирается отремонтировать памятник Хан-Орда в Карагандинской области. Кроме того, планирует отреставрировать мавзолей Джучи-хана, старшего сына Чингисхана. Его, к слову, намерены включить в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Уникальная находка. В Казахстане обнаружен мавзолей времен Золотой Орды. Сейчас археологи внимательно изучают артефакты. Находки предположительно относятся к XIV-XV веку. Специалисты уверены, что нашли мавзолей времен Золотой Орды. Скорее всего, он принадлежал роду старшего сына Чингисхана. Именно он в тот период правил территорией современного Казахстана. Удалось обнаружить основание стен мавзолея. Вот это было мощное массивное здание. Ширина стен достигала 3 метров. Найдены остатки кирпичных вымосток. По-видимому, вокруг мавзолея существовал небольшой двор, может быть, какие-то обходные галереи. Внутри сооружения удалось обнаружить остатки усыпальницы, которая принадлежит средневековым правителям. Пока археологи изучили лишь 10-ю часть некрополя, работы предстоит много. На исследование уникальной находки уйдет не 1 год. Светлоликий, подобный лучу солнца, наследник короны и престола Чингисхана. Наследник короны и престола Чингисхана. Хан Ибн хан Дешты Кипчака Касым. Известный летописец Исмаил Табризи пишет, что так обращался Мухаммед Шайбани к великому казахскому военачальнику и реформатору. После распада империи Чингисхана Дешты Кипчак стали называть земли Восточного Кипчака от Алтая до Каспия. Всю эту огромную, овеянную легендами веков территорию Касым объединил в состав казахского ханства. Касым-хан сделался полным властелином во всем Дешти-Кипчаке, приобрел такую известность и могущество, каких еще никто не имел после Джучи-хана, писал о нем Мирза Мухаммад Хайдар Дулати, автор знаменитого исторического труда «Тарихи Рашиди». Касым-хан был 4-м после Кирея, Жанибека и Бурундыка казахским ханом. Касым был сыном хана Жанибека. Атырауские археологи нашли место захоронения известного казахского правителя и исторического деятеля Касым-хана. Великий полководец, живший в XVI веке, основал в Сарайшике ханство. С именем Касым-хана связывают и зарождение Великого Шелкового пути в этом районе. В прошлом году в архивах Санкт-Петербурга атырауские ученые обнаружили старинные чертежи Сарайшика. Древнее кладбище в 3 квадратных километра полно загадок и всегда привлекает этнографов. 14 лет назад во время раскопок здесь обнаружили первый мазар. По утверждению ученых, гробница, ставшая шедевром средневековой архитектуры, принадлежала правителям Ногая. Считалось, что 2/3 древнего города было затоплено из-за изменения русла Урала. Но в прошлом году в архивах Санкт-Петербурга нашли старинные чертежи Сарайшика, на которых хорошо видна ханская могила. Именно это место по чертежам Алексеева 1861 года было обозначено как святой склеп. В его мемуарных записях говорится, что он посетил место под названием «Ханская могила». Это мавзолей. Окна с 3 сторон с куполом и дверь с востока. На основании этих данных мы нашли эту гробницу. Последний казахский хан западного региона Жангирхан Бокейхан-Улы приехал сюда в 1840-х годах и отметил место, называемое гробницей хана. Интерес к городу Сарайшик проявил ряд казахских ученых. Алкей Маргулан приехал в Сарайшик в 1950 году и провел свое первое исследование. К сожалению, он не смог завершить начатую там работу. Сегодня мы начали экспедицию по определению места захоронения Касым-хана. В будущем планируем привлекать к исследованиям известных антропологов, археологов, этнографов и ученых. В следующем году археологи начнут расчистку территории мазара и продолжат работы. Наталья Строкова, Растанбек Кинджи, Амантай Матенов, Атырау, Хабар 24.